Вот так ярко и весело, несмотря на дождь, начинается Сабантуй. Праздник татаро-башкир, прообраз русских народных гуляний Масленицы. Он означает окончание весенних полевых работ. В городском парке отдыха татары и башкиры раскрыли весь букет своей культуры. Нам дождь не мешает, мы празднуем, мы веселимся, мы танцуем, мы поем. Пару слов о вашем костюме. Наш костюм, как вы видите, он красочный, чтобы были длинные рукава, запястья, чтобы их не видно было. И, конечно, чтобы не было открытое горлышко. Женщины-татарочки, они скромно, их воспитывают в скромности. Мужчины тоже в национальных костюмах. К слову сказать, мужской костюм шьется из бархата с атласной отделкой, а головной убор – тюбетейка. Народ радуется, хотя и погода так не позволяет особенно радоваться, как говорится. Ну, хорошо, нормально. Это дождь, это к счастью, это дождь. Есть дождь, смывается плохое, как говорится. Кроме веселья, танцев и вкусных угощений, Сабантуй – площадка для спорта. Здесь же, в городском парке, прошел турнир по национальной борьбе тюркских народов «Куреш». И зрелище не хуже, чем у профи. Да, пришел, увидел и победил. Первое место, да, занял? Первое место. Ну вот соперники какие были? Трудно было с ними бороться? Ну вот в финале был мужчина взрослый, уже килограмм на 20 меня тяжелее, было трудно. Ну, получилось победить, немного повезло. Не усложняло условий мокрая поверхность? Конечно, очень усложняло, и мокрое тело, и скользко. То есть намного труднее было бороться, чем если бы было солнце. Здесь есть что-то общее с классической, ну, с греко-римской борьбой. Все-таки с вольной, наверное, очень разные виды борьбы. Артем впервые принимал Сабантуй, и дебют, так сказать, получился удачный. Максимально оказали содействие организации Туган-Ил, значит, в переводе «дружба», в организации и проведении непосредственно праздника. И вот такие праздники, они на самом деле говорят о национальной идентичности, о своих корнях, о литературе, о языке. Дождь усиливался, однако гости не расходились. Наоборот, звуки национальной музыки отгоняли у них всякую тоску. Через год Сабантуй вновь вернется в Артем, и организаторы обещают гораздо больший масштаб. Максим Шпагинец, отдельный Светлана Нурик, городские новости.